1 по 8 октября студенты-филологи 2, 3 и 4 курсов находились в экспедиции по этнокультурному наследию Приузья. Поездка стала частью грантового проекта Министерства образования, наука молодых, устойчивое развитие Республики Коми. Руководителями экспедиции выступили доцент кафедры русской филологии Татьяна Канева и аспирант Екатерина Военушкина. Эти экспедиции, они очень давно уже не проводятся, потому что раньше они проводились в рамках практик, фольклорной и диалектологической. Сейчас, это уже, к сожалению, таких практик не проводится, поэтому нам в голову пришла идея о том, чтобы свозить студентов в экспедицию. Они тем более сами очень хотели, и мы вместе объединили наши усилия в этом. Одна из основных задач путешествия – сбор фото, аудио и видеоматериалов природы, архитектуры и людей, носителей культуры. За 8 дней участники посетили 5 населенных пунктов – Лойма, Спаспоруб, Ношуль, Занули и Черныш. Одну часть поездки студенты проживали в гостевом доме Пырдашойче, а другую – в частном деревенском доме. Наша задача в ближайшее время выделить жемчужины нашего собрания и оборонить их. В ходе экспедиции исследователи общались с местными жителями об истории и быте населения, изучали краеведческие материалы библиотек и участвовали в экскурсиях по местным музеям и достопримечательностям. Также студенты прошли туристический маршрут Черносщикца-Мелыш-Шиес по историческим и культурным местам села Черныш. В рамках него ребята познакомились с народным самодеятельным фольклорным коллективом «Чернышские чипсонистки». А я очень люблю народную музыку, а тут, то есть, я могу снимать, я могу записывать, могу что-то спросить, сделать портреты. Они спели нам очень много всего, все, что они могли спеть, спели. Хотите, повторим? Повторим. С танцем, без танца, с чипсонами. Хорошо. Это, была такая, как для меня, просто фан-встреча с кумиром. По словам авторов проекта, его цель – это сохранение культурной памяти региона и просвещение широкой аудитории в области духовного наследия Севера, в частности, Приузского района. В ходе экспедиции участникам удалось собрать диалектные слова и информацию о предметах быта, орудиях труда и фольклоре. Мне было интересно узнать информацию о промыслах, какими промыслами люди занимаются, какими занимались раньше, есть ли какие-то отличия, какие орудия используют в этом, есть ли какие-то интересные истории, связанные с охотой, с рыбалкой, с собиранием грибов, ягод. Все результаты поездки и проекта в целом в будущем опубликуют на информационном портале нашего университета «Территория просвещения». Собранный материал участники представят в форматах видеороликов и лонгридов. Однако уже сейчас можно ознакомиться с видеодневниками по каждому дню экспедиции в сообществе ВКонтакте Приузья в мультимедийной мозаике. Олег Хохлов, Полина Холодова, учебное телевидение СГУ.